Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня мы продолжаем начатый на прошлой неделе разговор с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. Ну, а теперь давай поговорим об эхе. О тебе на эхе. Попробуй. И эхе в тебе попробуем, да? Вот у эха уже четвертьвековая история, большая. На самом деле, кажется, что она еще больше. Кажется, в общем, что эхо действительно не красивого слова ради, но всегда было с нами. Но все-таки первоначальный замысел принадлежал не тебе. Не, я не участвовал. Эврика не ты, подожди, что называется. Я вообще говорю, я радио не слушал. Я про это и говорю. И вот я хочу... Я, кстати, до сих пор не знаю, как оно работает без проводов. Я не понимаю. Как это может быть? Это невозможно, по-моему. Ну вот, я тебе говорю, я главный редактор там, да, «Эхо Москвы», я не понимаю. Вот не могло мне принадлежать ничего. Те, кто организовал «Эхо», должны были это понимать. Вот скажи мне, что самое главное, что ты принес за 18 или сколько там лет своего главредства, что, как ты развернул «Эхо» в другую сторону или не в другую, но двинул его каким-то новым дополнительным ускорением вперед по сравнению с «Эхом» до Венедиктова? Ну, мне кажется, это лучше спросить у других, мне кажется, что я сохранил все главные, как бы сказать, стартовые позиции, которые Сережа Корзун и Сережа Бунтман заложили, а именно, что все значащие точки зрения должны быть представлены на эхе. Все, точка, да, вне зависимости от погоды за окном. Но я думаю, что мое преимущество перед теми, кто профессионально занимался радио, заключалось в том, что я со стороны аудитории. Я человек, который не занимался радио. То есть я делаю радио для них, а не в моих фантазиях. Понимаешь? Вот радио, которое делал Сережа Корзун, на мой взгляд, оно заключалось в том, что вот он построил его и вел его 6 лет. И когда действительность стала сталкиваться с его взглядами, победили его взгляды, и он ушел. И мы 2 года были без главного редактора, мы думали, что это он сошел с ума. А на самом деле это был глубокий кризис, как я теперь понимаю, потому что вот он хотел такое радио, а получилось другое. Он потом об этом сам написал, а получилось другое. У него же. А вот это другое радио, то, что за окном. А я пришел из-за окна, я пришел с той стороны. И я все время прислушиваюсь не к своему пониманию радио, а к запросу, который есть у аудитории, да не только у аудитории, даже у людей, которые не знают про «Эхо Москвы». Вот в этом мое преимущество, потому что я взял радио, когда у него рейтинг был в Москве 2,3, а сейчас у него рейтинг там 7,6, ну, в 3 раза. И это рейтинг, это же люди, которые слушают. Я знаю, что люди плюются на слово рейтинг, а я говорю, рейтинг это вы. Да, это вот количество людей, которые слушают. И для меня очень важно было, чтобы люди нас слушали. Не соглашались, но слушали. Я думаю, что вот то, что я обращаю внимание на количество людей, которые слушают, при этом могу с ними не соглашаться в оценке радио, это раз. И во-вторых, я не узкий специалист в радио, я еще очень крупный лоббист и коммуникатор. Это школа дала. Потому что родители, понимаешь, там же какая история, ты классный руководитель, тебе 22 года, а родителям 40, они приходят, а ты мальчишка, но ты должен скоммуницировать, тут дети, тут родители, а тут коллектив, тут другие учителя. При этом к детям по возрасту ты ближе, чем к родителям. И вот это учиться коммуницировать. И я принес, я думаю, что я принес на радио вот эту коммуникативную историю, когда я стал публичной фигурой, Сережа никогда не хотел быть публичной фигурой, я стал публичной фигурой, я стал комментировать, я общаюсь там с этими, теми, другими, правыми, левыми, мракобесами, либералами, фашистами, да, я коммуницирую это в интересах слушателей радио. А все остальное это уже там ловите форматы. Вот возникли социальные сети, я понял, что новости берут в основном от них, я увеличил количество мнений, да, сократил количество новостей. Я
на это реагирую. Но это, наверное, любой может делать. Ты сказал о количестве аудитории, о рейтинге, Да. о качестве аудитории. Насколько тебе важно? Ты знаешь, мы обсуждаем эту историю с моими заместителями. Понимаешь, слово «качество» не кодифицируется. Ну да. У нас 87% слушателей люди с высшим образованием. У нас огромная доля офицеров почему-то. Может, потому что они решения должны принять. Я пытаюсь сделать радио для людей, принимающих решения. Например, говорят, у вас очень сложный язык. Вот мы обсуждаем. Я говорю, не будем упрощать. Не будем разговаривать как с быдлом. Не будем разговаривать, сказал, вот там есть другие, которые на телевидении разговаривают для там, простого люда. Я говорю, не бывает простого, непростого люда. Вот мы усложняем язык, усложняем, да? Но это люди, которые принимают решения, так называемые decision-makers в нынешнем термине. Вот когда я увидел вот эту долю офицеров, офицерчик, который должен принимать решения, да, вот долю вот военнослужащих, не офицеров, военнослужащих, там не только армейских, но очень много МВДшников, ФСБшников, грушников. Вот. Я вдруг понял, что мы попали. Я не собираюсь наращивать аудиторию за счет хулиганства. Хулиганство очень легко. Подстроиться под язык, извини меня, толпы очень легко. Я умею, я дворовый мальчик. Я умею говорить языком двора, особенно московского, да. Меня не надо учить говорить разные слова и применять там разные приемчики. Я могу вам сказать, кто ты такой. Но на самом деле мне это не интересно, потому что это мне банально. А вот выстроить, что мне не банально, да, мне интересно. То есть это проект, направленный на людей, которые принимают решения. Это могут быть пенсионеры, которые в доме, главы семей, да. Люди принимают решения. Я запустил ночной эфир недавно, в прошлом году. Это очень показательно, кто звонит. С одной стороны, звонят люди одинокие, которые не спят, с другой стороны, звонят люди, которые работают. Дальнобойщики, центр противовоздушной обороны, дежурный. Понимаешь, да? Вот люди работающие звонят, потому что они сидят и им принимать решения. Это очень интересно. Врачи скорой помощи. Это ночью. Это такой срез оказался. Очень интересно. Леш, я не могу тебя, мы разовьем еще эту тему, но я не могу тебя не спросить об одном эпизоде твоей жизни, который меня, конечно, потряс. Это то... У меня было много эпизодов, которые могут потрясти. Но я скажу, да, естественно. Но я вот о чем хочу спросить. О том, как тебя расстреливали. Ну, это же не от меня зависит. Совершенно случайная история. Значит, 94-й год, первый штурм Грозного, захват, по-моему, 17 офицеров Федеральной службы контрразведки, ФСК, нанятых. Да? Туда летит делегация Государственной Думы, выручать, договариваться с Дудаевым, с президентом тогда Ичкерии. Значит, летит Явлинский, Сергей Адамович Ковалев, Сергей Юшенков. А я директор информационной службы, я корреспондента направляю, там с Сережей Юшенковым мы дружили, он председатель комитета по обороне был. Замечательный человек. Да. Я с его сыном дружу до сих пор. Значит, я корреспондент Внуково, и я его провожаю, корреспондента Внуково, и делегацию все. Договариваюсь там с Гришей, с Григорием Явлинским, там, что потом оттуда там, телефон это мобильный, это всего, 94-й. Конечно, еще, да, спутниковый только. Вот. И, значит, провожаю своего парня, молодого, мне уже, соответственно, там, под 40-ник, да, там у нас 20 лет, не помню кто. И мне Юшенков говорит, а что сам-то не летишь? А мне в голову, я директор информационной службы, у меня там хозяйство целое. Ну что ты мальца посылаешь? Полетели? Он слабо. Ну полетели. Это же публично. Я же не могу сказать, нет, не полетели. А у меня ботиночки на тонкой подошве. Там холодно. Декабрь был, да? И мы, значит, туда, значит, парень домой, очень недовольный, естественно, это же приключение. Я очень недовольный, потому что мы прилетаем, значит, Таушев дает машину, мы едем во дворец Дудаева. Дудаева нет, именно в этот день он встречался с Грачевым. Мы ждем Дудаева. И, значит, вдруг, не помню кто, по-моему, Григорий Явлинский приходит, очень себя мужественно вел, тоже штатский человек, и говорит, слушай, они отказываются лететь. А мы там все сидим, ждем, там журналисты, офицеры отказываются лететь. Ну, их запугали, они в яме сидели. Я говорю, а можно я поговорю? Значит, я вхожу в комнату, стоит вот эти 17 не заросшие, не бритые, грязные, а у меня был такой микрофон Маранс такой, здоровый, килограммов 5. И вот это. И, значит, и охранник, который, как выяснилось, палач, там замначальника охраны президента Дудаева такой. Даже не помню, как его звали, здоровый, 2 метра, такой бороднук, из фильма, из «Белого солнца пустынь».
Ну, для меня все это же, я же московский мальчик. Басмач, да. И я говорю, товарищи офицеры, говорю, вы знаете, а я никогда не служил, я минус 9, что называется. Я говорю, товарищи офицеры, вы знаете, вот ваши матери ждут вас вот там в Думе, и мы обещали вас привезти. Но если вы отказываетесь, давайте я сейчас запишу каждого из вас, там, что я отказываюсь лететь. А матери вас даже не представляет, по голосу узнаю. Ну, давайте, поехали. Ну, просто я нажимаю, и все. И мне это говорит, ну-ка пойдем. Он выводит меня и ведет каким-то, выводит во двор. Там стоит человек 7 этих самых. Вот иди к стене. Я иду к стене, и там выщеплен пули, да, там, и за спиной, значит, что-то там, ну, клацать, я не знаю, я не военный, там, затворы, не затворы, я не знаю, там, та-та-та-та-та. Вот. И я, значит, вот стою спиной. И вот я всю эту стену помню до сих пор. Ну, я понимаю, как бы, то есть я там представляю. Ну, наверное, это было очень быстро, хотя вечность, понятно, всю жизнь вспомнил, как положено. Он говорит, повернись. Я говорю, не буду. Ну, страшно, говорит. Ну, пусть стреляют. Потом снова там чуть губу на чеченском. Ну, пошли. Я поворачиваюсь, они, значит, ставят эти винтовки, там что у них там было. И меня выводят. Вот вся история. А я уже все, я простился, все вспомнил, до свидания. Вот. Я это очень хорошо помню, поэтому живу я посмертно. Пошутил. Живу я посмертно. Но перевернул это. Перевернул тебя, абсолютно, да? Я просто перестал бояться. Я уже перестал бояться. Ну, так что, ну, вот я уже живу там 20 лет после. Ну, я живу 20 лет после. Федора Михайловича Достоевского можно вспомнить, да? С мешком на голове. Ну, сказать, я думаю, что Федор Михайлович, как большой психолог, понимал всю эту историю и описывал ее потом. Я как бы, ну, вот, я не знаю, что там во мне переменилось, сгорел, но просто нафиг. Ну, то есть, ну, это какой-то вот такой это помню, рубежный чем старше момент становишься, в жизни. больше вспоминаешь, почему я другой. Я, конечно, после 94 года, конечно же, другой. Конечно же, другой. Еще были вот такие вот моменты, которые переломили, как-то перевернули жизнь? Да, не то, что меня ничего не переломило. Не переломило, это потом узнаешь, что оно переломило. Да. Понимаешь, это потом узнаешь. Ну, да. Я не сразу говорю, вот теперь я живу по-другому. Да ничего подобного. Ничего подобного. Так хрен его знает, какие встречи. Там, все там, говорю, сидел бы сейчас себе тихо завучем. Ну, это понятно. Да, был бы, может быть, получил бы ветеран труда. Медальку. Ну, а так, понимаешь. Тоже был бы чем гордиться, на самом деле. Да. Скажи мне такую вещь, а вот эта вот история с расстрелом. Кстати, мы же вывезли половину. Мы же там закончились, и там было продолжение очень интересное. Ну, эти действительно, мы вывезли 9 человек, 9 уехали, и все, мы вывезли все. Это мой подвиг, я считаю, ну, коллективный, да, и Сергей Адамович, и Григорий, и Сережа Юшенков, все приложили, каждый из нас вот все-таки кого-то говорил. Но вдруг где-то перед Новым годом 99-го года, значит, прошло 5 лет, 90, мне звонит Шевченко, это шеф протокола Ельцина, а Ельцин еще президент. И никто не знает, что он уйдет в отставку через 3 дня. И он говорит, Леш, тут указ подписан, ты в числе прочих, значит, медаль за заслуги перед Отечеством, там, медаль ордена. Да? Я говорю, дядя Володя, за что? Он говорит, а вот за то. Будет написан за вклад, но дед все помнит. Вот вспомнить, что было 5 лет назад. Как Шевченко доложили, да? Да, конечно. Нет, ну как офицеров там. Вот, да, вспомнить, что было 5 лет назад. И кладет трубку. Ну, бред какой-то. Ну, хорошо, ну, за заслуги, ну, хорошо. Заслужил, значит. И через 3 дня дед в отставку. Долги отдавал. Понимаешь? Раздавал. Ну, кстати, последние указы, вот он все отдавал всем. Хотя в указе написано заслуги в радиовещании, там еще там 140 человек. Интересно, но Шевченко позвонил, сказал. То есть вот так ко мне вернулась эта медаль. Поэтому, когда меня сейчас спрашивают, а вот там медаль раздают на Лепро, говорю, ребята, эту я заслужил, и я знаю за что. Ты говоришь, за заслуги. Я говорю, за заслуги. Это заслуга. 9 человек. Да, замечательно. Звездные часы, как у Цвейга. Эхо и твои лично. Не знаю. Я думаю, что все еще впереди. Все еще впереди. Да. Правильный ответ. Вот нет, это дело не в том, что я его придумал. Для журналиста вот то, что тебе сегодня кажется круто, завтра не круто. Вернее, ну, проходно. Ну, например, вот одна из самых ярких историй. Приехал министр энергетики Великобритании Милибенд. Брат министра. Ага. Мне звонит посольство, говорит, слушайте, у нас дырка, но у него пресса не...
да, кому интересен министр. Возьмите к себе, мальчика, да? у него брат, министр иностранных дел, а потом мы вам привезем брата, давайте разменяемся. Так делать. Я говорю, ну, давайте. Пришел, значит, этот Милибанд, который потом станет лидером оппозиции. Да. Вот. Мы сидим, говорим там про ветряные мельницы, про ветер. Ну, министр говорит, ну, то интересно, но так. Ну, не очень. Я говорю, давайте звонки попринимаем от отчаяния. Значит, первый звонок, второй там спрашивают про энергетику, про шельф там. Вот. Вдруг звонок, здравствуйте, меня зовут Софья Милибанд. Я тетя этого джентльмена. А ему переводят, у нас глаза так. И я понимаю, или это розыгрыш, да, или что. И я говорю, как вы сказали? Она говорит, Милибанд, я тетя этого джентльмена, это мой родственник. Я говорю, знаете, вот ваш телефон высветился, мы сейчас это самое, думаю, хулиганство. Ну, такой, по голосу такая, знаешь, московская дама. Я кладу, ну, там, отключаю, записали телефон. Он начинает меня в эфир спрашивать, а вот вы телефон? Я говорю, да, все, господин министр, все, мы потом. Соединяемся. Значит, два джентльмена, Милибанды, два брата. Один ушел в Москву после гражданской войны, другой эмигрировал через Брюссель в Лондон. Это отец, значит, эта женщина, известная переводчица Софья. Значит, он поехал к ней с букетом цветов. Через неделю приехал его брат, министр иностранных дел, пришел в студию, сказал, а сейчас я еду к тетушке. Поехал к тетушке. Вот, понимаешь, да? Вот это звездный час. История, это история гражданской войны. Абсолютно. Это история гражданской. В Польше воевали оба в Красной армии. Оба в Красной армии были, но один потом разочаровался. А ты, когда он тебе шел, ты ни о каких русских корнях, его ничего не знал? Рядом, да нет, ну... Министр энергетики, мы про ветряную энергию, там, про газ и нефть, мы же газпромовские, газдеповские. Вот. Понимаешь, вот, звездный час. Абсолютно. Вот понимаешь, вот эта история, но она story с большой буквы. Если я сейчас напрягусь, я начну их вспоминать. Но таких, я думаю, не очень-то вспомнишь. Таких не очень вспомнишь. Таких не очень вспомнишь. Штучная вещичка, ну а что является звездным часом? Ну, например, то, что история, которую рассказал Лев Шлосберг про то, что творится с могилами псковских десантников, руководство страны узнало из «Эхо Москвы». То есть они, естественно, они знали, что десантники там есть, что они похоронены, все. Но то, что там срывают могилы, чтобы скрыть, руководство страны узнало и дало там кому надо. Хорошо, из «Эхо Москвы». Мы об этом узнали потом. Но это что? Это тоже звездный. Слушай, никогда не посчитаешь. Конечно. Мы никогда не знаем реакцию на нас. Поэтому ее нельзя планировать. И это тоже моя позиция в том, что о безответственности журналиста в том смысле ты не знаешь, как то, что ты говоришь в эфире, какой произведет дополнительный эффект. Просто не знаешь и все. Я не могу все-таки тебя не спросить, хотя эта история уже она осталась как-то в прошлом. Вот эту вот историю я бы назвал казус Леси Рябцевой. Да, совершенно я не собираюсь вдаваться, опять же, в какие-то такие частные и личные детали, потому что все ушло, проехало, но это все-таки был человек, в которого ты столько, во всяком случае, в публичном поле вложил себя. И такое выказал ему не просто доверие, а как бы идентифицировал себя с ней. Ну и что? Пока ничего. Слово «пока» такое же важное, как и ничего. На самом деле... Но нет ощущения, что этот человек тебя как-то обокрал и предал? Нет. У меня вообще, слушай, это... или надо ко всем так относиться, каждый тебя обокрал и предал, потому что ты всегда вкладываешь одно, получается другое. Это всегда, это 100%. Может быть, я мало вложил? Вот знаешь, для меня ничего необычного в так называемом казе Леси Рябцевой нет, потому что у меня в школе очень много было таких людей. Да? Да, а потом они уходили, ну, за возрастом, там, из 11 класса. И ты все время понимал, что ты не доработал. Надо себя всегда винить. Себя всегда, а не того, кто ушел, предал и так далее. Значит, ты что-то не так сделал. Что-то ты не дал возможность какую-то. Или где-то пережал, наоборот. Слишком быстро побежал. Кессонная болезнь. Такое тоже бывает, но это же ответственность начальника, а не человека, к кому мы применили эту кессонную болезнь. И это болезненная история, такие уходы, конечно. А ты действительно склонен к такому самоедству и самокритичности? Потому что ты производишь впечатление очень самоуверенного человека. Я совершенно самоуверенный человек, просто опять ты меня спрашивал, каким образом школа повлияла, но вот ты должен понимать, что ребенок все равно уйдет, да, на каком этапе. Когда он перерастет твои дары.
Люди уходят, пропадают. Еще раз, каждый год от меня уходило 30-40 человек. Ну, так я и хотел сказать, но со школы это проще, это же как ступени ракеты, все, отсеклись и все. Не, это не проще, потому что, слушай, ты берешь сопляков в 10 лет, ты 7 лет, каждый день, ты чаще бываешь с ними, чем с семьей, они чаще бывают с тобой, чем с семьей. Да? Это твои дети, они растут, и потом как обрезало. Да, там есть техническая история, но есть там дети, которые ходят после 7 класса, после 9, приезжают, да? Ты чего? Это очень болезненная история. Вот эту болезненность, да, я в себе уже воспитал, поэтому у меня там все уже коркой покрылось, я расстраиваюсь, но не горюю. Вот так. Ты любишь часто употреблять местоимение «мой», «мое радио». Да. Мои журналисты. Да. Тебе не кажется, что это может как-то этим самым твоим журналистам не нравиться, потому что получается, что они какие-то твои крепостные, что ли, с одной стороны. А с другой стороны, это может как-то их выработать в них какой-то такой комплекс такой неполноценности, неуверенности в себе. Если они так воспринимают, значит, они дебилы. Но у меня дебилы не работают. Значит, слово «я» и «мой» означает ответственность. И все это знают, что за все, что происходит на радио, за все, что происходит на эхе, отвечаю я. Отвечаю я перед акционерами, отвечаю я перед властями, отвечаю я по аудитории. У нас запрещено извиняться в эфире журналистам. Главный редактор выходит извиняться. Если бы журналист накосячил, я очень этого не люблю, но это мы ввели правило. Ошибся, неверно что-то, и ошибка поймана, и надо извиниться, выходит главный редактор за латынину, например, да, за информационников, за любого. Вот это и есть я, вот это и есть мой, это моя ответственность. И, собственно говоря, я крыша. Я крыша для своих журналистов. Да, и когда они будут главными редакторами, они должны делать то же самое. Нельзя переваливать на подчиненных. Да? Поэтому мы сейчас как раз вот сайт и эхо чуть развели, чтобы там был свой главный редактор, чтобы у него была тоже ответственность за то, что появляется там. Да, за то, что его подчиненные там делают. Да, это тоже ответственность. Но остальные должны чувствовать себя свободно. Они должны знать, я не покрою ошибку, я ее возьму на себя. Я ее возьму на себя, ошибка не будет покрыта. Но ведь жучить ты умеешь их, дай Боже. Да. Я, находясь с тобой несколько раз в командировках, я слышал, как ты умеешь орать по телефону накосячивших сотрудников. Очень смешно, я тут слышал в курилке когда-то, что когда Венедиктов орет, это еще ничего. Вот когда он начинает шипеть, лучше взять... Это правда, да? Помнишь, там, опять же, в любимых «Гадких лебедях» там описана сцена встречи Банева с президентом, да? Как он говорит, что я-то побелел, и он решил, что я это от страха, а я это от бешенства. В общем, какая разница, от чего я там белел, пишет Банев. Понимаешь, вот пишет Стругацкий. Поэтому, на самом деле, действительно, да, я ору, я и извиняюсь. И могу вот я хотел спросить, как человек вспыльчивый, ты, может быть, и не прав, когда вспылишь. Ты умеешь извиниться и признать, что был неправ? Умею. Причем, начиная от референтов, и не только потому, что орал, а когда принял, скажем, неправильное решение, ну и заканчивая Сережей Бунтманом. У нас вообще там отношения забавные. У нас, когда наши кабинеты с Бунтманом, первым замом, были напротив друг друга, мы так стульями кидались через коридор. Однажды зашибли пробегающего корреспондента. Полетела пепельница. Понимаешь, так бывает, да? Мы люди горячие. Просто как Мартин Лютер. Да, абсолютно. А что делать? Семья – это же семейный бизнес. В чем ты чувствуешь себя сильнее всех, вот именно в журналистской профессии? Не в менеджерской, не в администрировании? Я действительно очень серьезный интервьюер. И это не только моя оценка. Во-первых, мои интервью широко цитируются. Это как официально, да, индекс цитирования. Во-вторых, я знаю секрет. Секрет заключается в том, что надо сделать самого неинтересного человека тебе, интервьюеру, интересным. Хоть как-нибудь. А в целом, я понимаю, что люди разные и разные задачи. Но в целом, вот какая твоя любимая задача как интервьюера? Загнать собеседника в угол, выудить из него какую-то доселе скрытую информацию или раскрыть его как человека? Это зависит от собеседника, и каждое интервью имеет свою задачу. Вот, когда к тебе приходит человек, обладающий информацией,
лучше выудить информацию. А когда к тебе приходит человек, которого все знают, лучше его повернуть неожиданным образом, развернуть его. Или там спровоцировать его, но в угол. Когда человек приходит на интервью, он решает свою задачу. Да, там, прийти к своим там, болельщикам, или избирателям, или фанатам, да, или просто, вот как я к тебе по-дружески пришел. Да, просто задача провести время, самого себя проверить. Да? Ты попытайся понять эту задачу и выскочить из нее. Вот мне вот это нравится. Ну, и ты сам часто оказываешься, естественно, в позиции интервьюируемого. Ну, редко и, сейчас. Ну, тем не менее, оказываешься. Почему обязательно чуть не в каждом интервью есть пассаж про выпивку? Ну, я не верю, что ты так уж много пьешь. Нет, пью я много, но когда спрашивают, тогда вот ты спросил, я же не говорил про выпивку. Нет, ну, это, во-первых, это часть имиджа. Бухать вискарик. А во-вторых, так спрашивают. Это значит, образ работает. Вот. И ты не смог обойти. Да, это значит, я тебя выманил на это. Да, ну, я не смог обойти еще и потому, что я хочу как раз вот такой follow-up question такой задать. А тебе не кажется, что ты в последнее время, опять же, в последнее время так немного плюсуешь, вот именно, значит, такой создаешь образок, и зачем это нужно? Нет, я не создаю образок, просто эта история связана чисто политическая. Это во время Болотной, когда действительно значит, организаторы Болотной, тогда еще не Болотной, протестов и мэрия Москвы пыталась договориться, чтобы не было массовых столкновений. И тогда позвонил мне Горбенко, это вице-мэр Москвы, ну, поскольку мой телефон у меня есть, говорит, слушай, говорит, а у тебя есть телефон там Рыжкова, Немцова, Пархоменко? Я говорю, что за дурацкий вопрос, конечно, есть. А кинь мне телефончики. Да ради бога. Но я им сначала позвонил, сказал, могу дать? Да, давай. Кинул телефоны, все, дальше прошло. Дальше опять идет звонок, по-моему, Рыжкова, Володя, говорит, слушай, говорит, мы тут сидим у Горбенко, тут же еще и Колокольцев, по-моему, тогда начальник. Вот мы договорились, что мы на Болотную переводим сюда. Приезжай, потому что ты способствовал. Я способствовал телефону. Я взял бутылку вискаря, естественно. А в гости так нет, приехал, это стало публичным. И после этого Венедиктов плюс вискарь оказалось, что это имеет некий еще такой... Поэтому я стал это всячески раздавать, что я... лоббист, посредник, и вискарист. И вискарист. И хороший вискарь. То есть, на Какой самом деле, виски ты предпочитаешь? Макаллан 18 лет. Понял. Да, вот. На самом деле я пью все, кроме томатного сока, надо понять. И могу не пить вообще. Для меня это, повторяю, это, конечно, часть образа, но при этом, если хороший вискарь, почему нет? И вот эта история с Болотной, да, она просто как-то приклеилась, и вот начали, там, Лимонов начал шуметь, что вот Венедиктов это устроил вискарем, да это не в пьяном виде, все, ничего подобного, конечно, не было, тем более, повторяю, я коммуникатор. У меня попросили телефон, да, и я дал телефон с разрешением. Ну, нормально, моя записная книжка большая, у меня была история с записной книжкой, тебе понравится. Значит, лечу я в Мурманск на один день, без ночевки, беру с полки сумку, ухожу, а телефон мой, мобильный, был заткнут в карман внешней сумки. Ну, там полдня никто не звонит, ничего, я там встречаюсь, общаюсь, потом мне надо позвонить, нету телефона. Нету телефона, а у меня, понимаешь, все там. Ну, конечно. Я, значит, своей помощнице, которая со мной ездила, говорю, Катька, позвони в аэропорт, телефона-то нет, может, они нашли. Она там что-то звонит, потом хохочет, говорит, ну да, говорит, нашли, там, сказали, какое место, сказал, там, 5 евро. Да, над полкой был телефончик, кстати, именно вот этот Nokia, вот это вот, старенькая, да. Они нашли его, ну, открыли, решили, значит, чтобы найти хозяина, да. Первые звонки, которые были получены, там, значит, написано Песков, Громов, Тимакова, Колокольцев. Закрыли, запечатали в конверт и отправили в Москву с красного не вскрывать. Меня встретили у трапа, Мурманская авиалиния, меня встретили у трапа самолета, человек держал вот так конверт, вот здесь закрыли красный, не вскрывать Венедикта. Дали телефон. Поэтому моя записная книжка, ты же понимаешь. Да? Поэтому я коммуникатор в этом смысле. Да, люди должны общаться. Да.
Я, честно говоря, не знаю. Я отдаю себе отчет, что очень многое, конечно, в «Эхе» завязано на фигуре самого Алексея Алексеевича, потому что в нем есть такой, знаете, дар, отдельный дар, для меня восхитительный. Я просто не понимаю, как это вообще удается, но в нем есть дар такого искусственного маневрирования. И умение ходить по тонкому льду, умение рисковать. Вот это все у него есть. При этом у него есть искусство дружить или, по крайней мере, поддерживать такие приличные, иногда доверительные отношения с людьми при власти. Он, правда, на мой взгляд, сильно заблуждается, думая, что это дружба и по-настоящему доверительные отношения, потому что с этими людьми не может быть никаких дружеских или доверительных отношений. Энергичный, харизматичный. И, знаете, он, конечно, иногда сумасшедшим кажется. Иногда он немножко сумасшедший. Особенно если чем-то или кем-то увлечен. Вот тогда эта сумасшедшенка проявляется очень. В редакции Алексея Алексеевича, а я на «Эхо» уже больше 10 лет прихожу и знаю, что говорю, в редакции Алексей Алексеевич диктатор. Это абсолютно диктатор. Здесь, как говорил другой мой знакомый из одного большого средства массовой информации, демократию мы приветствуем, но не практикуем. Вот это, в общем, относится и к радиостанции «Эхо Москвы». Демократию приветствуем, но не практикуем. Так вот, он держит все железной рукой, но иногда мне кажется, что в творческих коллективах сильная рука нужна. Особенно, когда это коллектив, где требуется дисциплина, где требуется принятие сиюминутных решений, где требуется успевать и прочее, прочее. Иногда, когда я на него злюсь, мне кажется, что все-таки демократия не зря подразумевает какие-то временные ограничения. И что несменяемость власти не хороша не только на самом верхнем, но и на более низком уровне. Но потом я, как, наверное, большинство народонаселения думает в отношении Владимира Владимировича, думая о главном редакторе «Эхо Москвы», я тоже чешу затылок и произношу про себя: а кто, как не он, а как без него, а как кроме него. Не представляю себе тогда «Эхо Москвы». Оно, конечно, будет, и дай бог ему в жизни 100 лет, но это будет что-то другое, потому что, конечно, сегодня физиономию «Эхо» во многом определяет вот этот вот своеобразный человек по имени Алексей Алексеевич Венедиктов. Следующую тему разговора ты этим самым и подкинул. Я хотел тебя спросить о твоих отношениях с властью. Ты любишь Мандельштама, но вряд ли согласишься, да, с его фразой насчет того, что власть отвратительна, как руки Бродобрея. Власть отвратительна, как руки Бродобрея. Я человек, который имеет власть. Это знаю, и постоянно на этих руках сижу. Вот так вот, понимаешь? Чтобы не пустить их в ход. А у меня очень интересно, Александр Волошин, вышеупомянутый, который меня в 10-летнем возрасте, видимо, бил морду, 9-летнем, или он мне. Он сказал: ты, говорит, Леш, не понимаешь, раз садишься в это кресло главы администрации, у тебя сносит крышу на 10 минут, через 10 минут. У тебя слева трубка директор ФСБ, справа генеральный прокурор. Ну, просто можешь все. И очень трудно это не использовать. Вот да. В каких-то других, да. Вот, поэтому я сам по себе знаю и вижу, как люди меняются под влиянием власти, и в том числе и мои друзья, которые у меня дружеские, то есть личные отношения, то есть семейные даже отношения, где жены знают друг друга, семьи там, да, так далее. Путин тебя благоволит? Это спроси у Путина. По твоему ощущению, все-таки по объективной картине, вот, радио, которое не просто предоставляет трибуну его противникам, но дает им высказаться, что называется, по полной. Я думаю, что он делит меня и радио. Я не знаю, это мои догадки. Значит, во-первых, меня, когда приглашают других главных редакторов на встречу с Путиным, меня приглашают. Не всех приглашают, меня приглашают. Во-вторых, грубо говоря, я ему говорю ровно то же, что говорю по радио, только в других тональностях, я бы сказал, когда мы встречаемся главными редакторами. То есть он знает, что от меня ждать. То есть я абсолютно откровенен, я за его спиной не играю ни в какие вообще игры, он это знает. И как мне говорят, что он считает вполне профессиональным то, что мы делаем. Не политическим, мы не политическая партия,
«Эхо Москвы», как другие медиа, как он считает. А мы мы объявили публично о наших правилах, и мы их соблюдаем. Мы всегда соблюдаем эти правила. Вот, собственно, все. Но таких вот отношений, таких отношений, как там, скажем, у меня там, я не знаю, с Песковым или Шуваловым, у меня нет, это я понимаю. Нет. Ну, он как бы не производит вместе с тем, вот, понимаешь, но при этом он может публично. Я был единственным главным редактором, на которого он дважды наехал публично. Ну да, это я помню. Вот дважды наехал публично, да, больше нет таких главных редакторов вообще. В том, что «Эхо» продолжает существовать и в полном, так сказать, объеме, и в том же самом, так сказать, виде, в том же самом, в той же самой тональности и содержательности подавая информацию. Вот чего больше? Того, что ты сказал, такой путинской доброй воли властной? Да, конечно. Или никаких или. Вот ты можешь поставить точку. Нет, ты договори. Хорошо. Или договорю в любом случае. Или того, что все-таки ты, как Одиссей, нашел какой-то такой путь между Сциллой и Харибдой. Ничего не нахожу. В этом-то вся история, что все правила объявлены. Вот все правила объявлены. Да? Мы не политическая партия. Послушай, когда я говорю, что я с 98 года не хожу на выборы, это же демонстрация. Главный редактор политической радиостанции, не партийный, да, не должен проявлять свою вкусовщину. Вот просто не должен ее демонстрировать. Выборы – это вот эта история. Когда у нас в уставе содержится абсолютно антиконституционный запрет журналистам быть членом партии, нашим, журналистам штатным, быть членами партии, да, абсолютный запрет. Это тоже антиконституционно, но это объявленные правила. Когда мы говорим о том, когда там, условно говоря, мне звонит какой-нибудь властный человек и говорит, вот у тебя, так вот, собственно, буквально несколько часов тому назад, значит, у нас был Сергей Алексашенко, который комментировал решение, нам позвонили из Министерства финансов, с словами, вот у тебя. Со словами, ребята, замминистра, в любой момент мы эфироторговцы в этом смысле. Я вам дам эфир сколько угодно. Опровергайте. Хотите сами, хотите встречайтесь. Давайте нам замминистра, давайте нам министра. Что хотите, дайте нам начальник департамента, давайте нам экспертов. Пожалуйста. Другая точка зрения. Мы не специалисты, мы не знаем, мы площадку, я держу площадку. Возвращаясь к твоему главному вопросу, ну да, Владимир Владимирович, да, раза 3 за эти 15 лет были сформулированы предложения о закрытии «Эхо Москвы», увольнении Венедиктова отдельно, да, что-то еще по нам, и он трижды, это то, что я знаю, он трижды в последней, вот как последняя инстанция, говорил нет. Почему он говорил нет? Может, ему нравится развлекаться так, не знаю. Но это факт. Вот надо признать, что это факт. К нему заходили там заместитель главы администрации, говорили, все надо заканчивать там. Вот Венедиктов по MH17 говорит, что его сбили сепаратисты. Все, Владимир Владимирович, это его болезненная история. Насколько я знаю, он говорил нет. В моем конфликте с Лесиным, когда я должен был быть уволен, уже там 19-го объявили, что 21-го я буду уволен, он сказал нет. Почему он это сказал? Да? Возможно, иметь еще одну государственную радиостанцию. Для него это не проблема. Там, но в таком случае ты же понимаешь, что в любой момент он может, если это история кошки с мышкой... Это нет игры. Это не история кошки с мышкой. История в том, что у нас нет игры. Да? Он может в любой момент, потому что у него плохое настроение. Он может дать команду «Газпром». «Газпром» совершает совет директоров. У нас как? По закону. Да? Главного редактора можно уволить без объяснения причин. Да? Он соберет совет директоров, 5 человек, 4 за, я 1 против, до свидания. Да? И я это знаю, и поэтому мне оглядываться бессмысленно. Потому что я не знаю никогда за что. Слушай, твиттер Плющева. Ну, ё-моё! Где? Ну, не читаю, я даже, по-моему, не был подписан на Сашин твит, а теперь подписан. Вот знаешь, вот где что покажется странным? Что вот нельзя придумать, поэтому я своим говорю, вот будьте в этом смысле бесшабашными, но соблюдайте закон, наши правила. Вы не несете, я несу ответственность за все ваши святотатства и супостатства, да? Поэтому ты не знаешь, где ямы. Это проблема в нашей стране. Вопрос о блокаде Ленинграда. Ну, слушайте, мне там не верят, но я уж точно знаю, что те люди, которые занесли Путина, они атаковали не дождь, а меня, эхо, вернее. И цитирую фразу, когда там, он начал разбираться, его это задело болезненно,
Хотя я не вижу, но его это задело. Почему задело? Ну, может, так доложили. И когда Так стал преподнесли, разбираться, и когда да. ему сказали, что да, он говорит, а Леша, ты здесь при чем? Чего вы мне про Венедиктова пихаете? А это его журнал «Дилетант», понимаешь? Это его журнал «Дилетант», это его передача, тролливали. Ну и другие люди сказали, простите, его даже в стране не было в этот момент. Говорит, а тогда что вы? Понимаешь, какая история? И тогда уже стали отыгрывать на дожде. То есть на самом деле, а мог слететь, все, улететь. Поэтому об этом даже думать, я об этом даже не думаю. Я первые 3 года, честно говоря, думал. До 2003 года, потом, когда увидел, что сделали с Ходорковским, уж со мной это уж Ходорцев. Это что? Где? Что называется. Поэтому вот меня спрашивают часто, я говорю, я не знаю. Вот я сижу, когда на встречах главных редакторов или там на прямой линии, я задаю те вопросы, на которые он ищет ответ. Я же придумываю вопросы, когда у него нет сформированного ответа, да, и он ищет. Значит, ему это важно, он не мне отвечает, он себе отвечает. Да, Я умею задавать вопросы, но я же не подставка для микрофона, понимаешь? Там, я все время прошу у него интервью, лучше другому, который подставка для микрофона. Тем не менее, в тех случаях, когда ты ему задавал вопросы на вот этих вот прямых линиях, Да. на его пресс-конференциях, ты считаешь, что тебе как-то удавалось его так Слушай, расколоть, вставить лезвие да я куда-то? это не задача вставить лезвие. Когда ты на прямой линии, это значит, тебя смотрят все, это смотрят весь... Да, я понимаю. Понимаешь, это смотрит вся страна, и ты можешь донести проблему стране, а не ему. Да, я понимаю. Апрель 2013 года, когда я его спросил, вам не кажется, что в вашем правлении появились сталинские нотки? Тогда меня обсмеяли все. Ты чего? Что мы имеем сейчас? Прошло 3 года. Вот я поймал тогда. Сейчас все это вспоминают. И мне нужно было тогда обозначить историю. Мой корреспондент, который был сейчас на пресс-конференции, специально не пошел, отдал ему. Фамилию Еремеев на всю страну произнес. Где это на всю страну произносят эту фамилию? Человек, которого нельзя называть. Не Кадыров, а Еремеев. Ну, да. Да? Его спросил. Понимаешь? То есть на самом деле это обозначение проблемы. Он начинает как бы себе отвечать. Я же точно понимаю, что он ждал от «Эхо Москвы» вопрос про Немцова. Он же готовится. Я знаю, как он. Его готовят, и он готовится. Но в том, как... И можно спросить было по-разному. Но то, что мой парень, и мы с ним это обсуждали, назвал фамилию и Турчака, и Еремеева, это на всю страну. Это постановка проблемы. Это другая задача. Я понимаю, но куда дело-то двинулось? Ну вот что мы имеем с убийством Немцова? Нет, насколько я... Смотри, это несколько разных тем. Я понимаю. Первое. Насколько я знаю, он действительно был в ярости, в бешенстве. Я это просто узнал на следующий день. Это не потом придумали пиарщики, да? Он ночью вызвал всех руководителей силовых, ночью поднял их из постелей. Вот. И те люди, которые обвинены в том, что они киллеры, были взяты на 3-й день. Это крутая работа и Федеральной службы безопасности, и МВД. Это очень крутая работа, потому что главного взяли все-таки в Ингушетии. Не так легко было найти, и его не хотели отдавать. 2-го не успели взять, он якобы подорвался на гранате. Пусть будет. Это первая история. Вторая история, надо же сознавать, что действительно Рамзан Кадыров и ту структуру, которую он создал, является опорой и страшилкой президента Путина. Как он его тронет, я не говорю о том, что Рамзан отдавал приказ, но то, что его люди в этом замешаны, и то, что он их защищает, это тоже важно, да? Это уже ставит большие вопросы. Поэтому я сказал Владимиру Владимировичу, что каждый раз, пока не будут найдены заказчики, мы будем вам много лет напоминать публично о том, что не найдены заказчики. Я ему сказал, и он к этому, я ему тогда еще сказал, что да, и он совершенно ожидал от нас этот вопрос. Но тут надо поделить, на мой взгляд, отдельно. Почему отдельно? Потому что так получилось. Отдельно исполнители, отдельно организаторы и отдельно заказчики. Понимаешь? И мы узнаем правду. То есть, вот я хотел спросить, какой прогноз? Ты считаешь, что мы узнаем правду, мы узнаем ее при правлении Путина? Это я тебе сказать не могу, но мы узнаем правду. Ну, то, что я бы не стал сравнивать это с убийством Кеннеди, конечно, где никто ничего не знает, как. Ну, там история гораздо более запутанная, прямо скажем. А здесь более простая, совершенно верно. Вот это я имел в виду. И я знаю, что и коллеги работают по этому поводу, именно коллеги, не политические работают. Я знаю, что и часть следственной группы продолжает, скажем так,
которые делом офицерской чести своей считают найти это, потому что, получается, они А в не следственной нашли. группе еще есть такие люди? Да, есть, конечно. Их очень много. У которых на самом есть деле. офицерская честь. Конечно, их очень много. Это, профессионально. Хорошо, профессиональный. Профессиональный, да, я Всё, понимаю. профессиональная честь, да. Работают люди, да, работают. И я думаю, что мы понимаем все, что связано с конъюнктурой, но при этом, процесс будет открытый. И поэтому, что дает открытый процесс, как в деле Савченко? Это возможность поставить новые вопросы. Ну да. И мы их будем ставить. И как журналисты мы будем ставить, и президент это знает. У меня к тебе очень глупый, прямолинейный вопрос. Так. Как ты относишься к Путину? Как к объекту изучения, так же, как я отношусь ко многим другим. Конечно, Путин президент в моей стране, и его политика влияет на меня, в отличие, скажем, от президента там, Франции или США. Вот. Но я могу говорить о том, как я отношусь к его политике. Я не разделяю его политику, я ему это говорил во многих аспектах. Вот во многих аспектах. И по Украине. При этом за год еще можешь найти мое интервью, я говорил, что нам нужно идти в Сирию и воевать в Сирии. Это я говорю, что общий враг, общая угроза у нас с Америкой и Западной Европой – это исламский фундаментализм. Надо идти туда и там его бить. Это я говорил год назад, когда человек говорит, ты что, с ума сошел? Не тролливали. То есть я, в принципе, одобряю что, не одобряю как, это другой вопрос. Я, в принципе, в его политике одобряю Платон, я имею в виду, но не одобряю, как он сделан и кем он сделан. Да? Поэтому я к нему отношусь как к фигуре, да, сделанной. А как человек он мне чрезвычайно любопытен. Я вижу, как он меняется, я все-таки за ним наблюдаю довольно, это часть моей работы, как он за 15 лет изменился, как он, как мне кажется, стал более нетерпимым, более закрытым, абсолютно одиноким. Это нисколько его не оправдывает. Я тебе говорю, вот Я как понимаю, свое. я понимаю. Но с ним интересно разговаривать. У него отличная память, он помнит массу вещей, которых ты знал, но забыл. Нет, башка у него работает замечательно. Вот. Это Поэтому мое отношение абсолютно исследовательское. Да? Мы с ним никогда не дружили, там, даже до того. Вот. Но он мне интересен, безусловно. Я надеюсь, что когда он выйдет на пенсию, он даст мне большое интервью, и мы поговорим об этом. Вот. Мне бы хотелось, во всяком случае, не сейчас, когда он в оперативной ситуации конъюнктурно будет манипулировать, а вот когда он отстранится от этой работы. Он сейчас в тупике, как ты считаешь, и как ты предполагаешь, каково его собственное ощущение? Его собственное ощущение, исходя из моих с ним встреч и разговоров, он считает, что он ничего не в тупике. Он считает, как мне кажется, я могу ошибаться, что там важные противоречия, они рассосутся или он их растащит, а неважные отомрут. Он же империалист. Ну, надо же помещать человека в рамки его воззрения. Я с ним не согласен, но он империалист, а не националист. И он мыслит категории империи, там, территориями, народами, степенью влияния своей империи на другие империи. Вот он так мыслит, все время все события он туда помещает. Скажи мне еще такую вещь. Конфликт России и Украины. Вот он был неизбежен? Он был неизбежен, абсолютно. Значит, не было ни одного президента Украины, с которым у России, нового российского руководства, не было конфликта. Ни у Кравчука, ни у Кучмы, ни у Януковича, ни у Ющенко, естественно. Вот у всех был конфликт, потому что, хотя совсем недавно опять Владимир Владимирович сказал, что я все равно считаю, что это один народ, нам сказал, да? Я понимаю, а я считаю, что это уже разные народы. Вот просто, и вот в этом все. И в этом идеологическая история. И когда здесь все президенты, Ельцин, Медведев, Путин считали, что это один народ, Ельцин тоже считал, да? А, соответственно, на Украине все избранные президенты считали, что два разных народа, это основа всего. Конфликт был абсолютно неизбежен, даже не пограничный, а вообще конфликт. А то, что он пришел в такую фазу, ну, это, безусловно, ответственность с моей стороны. Ну, безусловно. В первую очередь. В первую очередь. Конечно, там и Янукович, и нынешние власти украинские поиграли, но в первую очередь ответственность с моей стороны, и надо уметь признавать эту ответственность. Заканчивая наш разговор, уже какие-то несколько таких совершенно личных вопросов. Чего ты боишься в жизни? Ой, потери близких и какой-нибудь своей
болеть, ослепнуть, наверное. Нет, я работаю на радио. Придешь работать. Я же работаю на радио. Но если к тому времени не будет «Эхо Москвы», свобода-то вечная. Ничего, да. Потери близких, я, конечно, беспокоюсь за близких. И вот, да. Угроз кадыровских боишься? Ну, а что такое боишься? У меня охрана с этих времен. Это охрана твоя частная или государственная? Моя частная. Я отношусь к тому, что говорит Рамзан Кадыров, очень серьезно. Я не считаю его клоуном, в отличие от многих коллег-оппозиционеров, коллег, в смысле, запятая, журналистов, оппозиционеров. И когда он чего-то говорит, я к этому отношусь серьезно. И мы видим, как буквально на днях избили там журналистов, там, ребята, я думаю, что это следствие, не приказ, а следствие подобных заявлений Кадырова. Поэтому я опасаюсь и за себя, и за семью, и вот думаю о том, что мне делать с мелким, потому что в 15 лет ходить по Москве с охраной, это неправильно. С девушкой в Макдональдс не зайдешь. Это он мне высказал. Ну, я думаю, я думаю, что это как-то искажает психику. Но тем не менее, вот я знаю, что коллеги поднимали вопрос у президента, но президент, что он мне ФСО поставит, что ли? И потом это же не прямые приказы Кадырова, даже понятно. Ну, да. Батька сказал, да, ну найдутся ретивые исполнители. Это даже просто покалечит, как дубинами, вот этими самыми бейсбольными палками, да. Поэтому, да, я хожу с охраной. Скажи мне, вот в нынешней ситуации, когда политической конкуренции в стране такой публичной, равноправной нету, когда сегмент островок свободной какой-то прессы независимой тоже скукожился до каких-то уже последних пределов. Вот в чем ты видишь задачу «Эхо Москвы»? Две вещи. Первое. Ты знаешь, вот когда меня как-то года 2 назад Владимир Владимирович спросил, в чем моя главная претензия к нему, года 2 назад, я сказал, знаете, мне кажется, что вы уничтожили в России конкуренцию всюду. Политическую, экономическую, да, идеологическую. Да, вот мне такая вот лично моя претензия в этом, что вы ее там сократили, уменьшили. Ну, тут же получил ответ, «Эхо Москвы» же работает, конкурирует. Ну, в общем, я свое сказал. Задача «Эхо Москвы». Мне кажется, что украинский кризис, или украинско-российская война, если угодно, точнее, она разлила в нашей стране чудовищный яд в воздухе. Мы все отравлены вот этим имперскостью, милитаризмом, великодержавным шовинизмом, хохлы никто, они наши младшие братья, они все вот Бандер, ну вот это все. Это идет через воздух, через даже домашние разговоры. И в этой связи роль эхо, появилась роль эхо, мы обсуждали это с моими ребятами, девчонками. Роль эхо — это ингибитор, это замедлитель отравления, это даже не противоядие, Да, понимаю. это замедлитель отравления, потому что это не может, надо ждать, пока воздух вот станет свежим. Мы даже не освежитель воздуха, вот мы разжевываем тупо, уныло в условиях вот этой отравы, мы сами травимся, надо понимать, что это не совсем так. И даже если в чем-то там это справедливо или Россия права, это все равно вот надо думать над этим, понимать последствия, понимаешь, да? Да. Мы выстраиваем вот эту систему, именно ингибитор, именно замедлитель отравления, рассчитывая на то, что это вот развеется. Замечательно сказано, и мое личное мнение, что эту роль «Эхо» справляется незамечательно. Пока да. Спасибо. И за это спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Самый, пожалуй, приметная и уважаемая личность среди всех российских журналистов Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», был сегодня у нас в эфире. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.